Дети подготовительной группы детского сада «Солнышко» поселка Хандыга начали помогать плести маскировочные сети бойцам СВО. В Тампонском районе это первое дошкольное образовательное учреждение, которое решило поддержать воинов-земляков. Дети быстро освоили способ плетения сетей. Они так же, как и взрослые, считают своим долгом пожертвовать свободным временем ради тех, кто рискует жизнью. Трудятся малыши с большим удовольствием под чутким руководством воспитателя Елены Фоменко. Пусть минуты передышки под навесом сечи, час-другой вздремнут солдаты, чьи-то папы, чьи-то дети. Подарок для солдат и сети, и рисунки, и письма, и куколки, которые мы решили передать. Ну, не просто передать, а вот прям как-то, чтобы они ушли в наш штаб, и чтобы наш штаб именно отправили эти сети, эти подарки нашим. Мы плели сети для солдат, чтобы они защищались от дронов. Мы хотим, чтобы они поскорее вернулись с победой. В эти дни две маскировочные сети торжественно переданы в добровольческий штаб для участников специальной военной операции. Заместитель главы района по социальным вопросам, куратор работы с участниками СВО и их семьями Оксана Назаренко и председатель добровольческого штаба Альбина Свечкина тепло поблагодарили ребятишек за их помощь. Но среди образовательных учреждений это первый детский сад, первые наши детки, наше поколение будущее, кто собрались и по своей инициативе организовали плетение сетей для наших ребят. И сегодня мы пришли с удовольствием принять этот подарок и передать нашим ребятам на СВО с теплотой, с любовью от наших маленьких детей. За 1,5 месяца малыши при помощи воспитателя, родителей сплели две маскировочные сети размерами 1,5 на 3 метра и 3 на 3 метра. Также на организованном конкурсе «Тряпичные куклы» воспитанники сшили фронтовые куклы, приложив к ним свои рисунки и письма с пожеланиями скорейшего возвращения домой. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район.